ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Хотим другую управляющую компанию. С таким заявлением обратились к нам жильцы общежития по адресу Синюкова, 47. Казалось бы, хотите, пожалуйста, меняйте. Только все не так просто, по крайней мере, с этим домом. Около года его обслуживала некая контора. Людям то, что коммунальщики делали, совсем не нравилось. Люди, когда увидели, что управляющая компания не справляется со своими обязанностями, что они не осуществляют надлежащую уборку, кругом грязь, люди ходили, пинали даже мусорные пакеты и мусор, перешагивали через мусор. А это было лето, полная антисанитария, мыши, крысы. Решили собственники жилья, что хватит с них такого управления. И на общем собрании организовали сбор подписей против управляющей компании. В октябре контракт с ней закончился. С того момента жильцы через инициативную группу организовали вывоз мусора и очистку мусоропроводов. Хотели даже сделать ТСЖ, но собрать всех собственников комнат не удалось. Решили, что будут выбирать другую фирму для обслуживания получше, но не успели. В середине января в доме появились объявления о том, что ненавистная УК возвращается. Когда жители это видели, мы все писали заявление в милицию. Это же мошенничество, обман потребителей. И сегодня мы получили от МВД, вчера мы получили письмо, что они в самом деле управляют в нашем доме, хотя бы по сегодняшний день их здесь никто не видел. Оказывается, с управляющей компанией заключен договор на оказание услуг, да не с кем-нибудь, а с администрацией города. Ей, к слову, принадлежит неполная четверть этого дома. Хотя компания, которая даже не предоставляла отчетность жильцам и не подписывала акты выполненных работ, казалось бы, должна была насторожить руководящие органы. И несанкционированное отключение коммуникаций тоже. Было в этом доме и такое. Директор фирмы, к слову, об этом говорила в открытую, поэтому в 9-этажке не работают лифты уже с лета. Если не будет кто-то платить, я буду отключать всех, наказывать. Мы совместно с жильцами решили сделать официальный запрос, чтобы директор той конторы ответила на вопросы людей. Но интервью мы так и не дождались. Через несколько дней после регистрации письма на телефон редактора информационного отдела ГСП позвонил мужчина, который представился юристом той УК и поведал, что формат официального запроса неправильный, и посему отвечать на него не будут. Ну и так между делом обозвал все СМИ Ухты желтыми, а дом на Синюкова, 47 никому не нужным и уж очень проблемным. Ну что ж, мы юриста услышали, теперь будем оформлять другой запрос, например, в управлении ЖКХ. Там наши письма на фирменном бланке принимают и обязуются на них отвечать в установленные сроки. Мы будем следить за развитием событий. Подробности в следующих сюжетах.